Разгар рабочего дня. В центре Киева несколько десятков тысяч украинцев. На акцию против повышения тарифов они съехались со всей страны. Июльское поднятие тарифов на горячую воду в среднем в 2 раза далеко не первое. Еще в прошлом году один только газ подорожал на 285%. В этом году власти обещают еще новые расценки на электроэнергию и холодную воду. Терпение, по словам устроителей акции, у людей лопнуло. Наши предложения, наши заявления, которые мы направляли властям, не было соответствующей реакции, то это не проплаченная акция, это не политическая акция. На переговоры с профсоюзами пошел премьер. Снизить тарифы не обещал. Вместо этого сказал, в кабине подумают, как повысить зарплаты. Мы маємо сьогодні Зафиксированы позитивные сигналы развития экономики. Сейчас следует реформировать систему расчета зарплаты, чтобы она стала адекватна работе. Встретиться с руководством парламента митингующим не удалось. В Верховной Раде как раз началась своя тарифная война. Депутаты «Батьківщины», радикальной партии и несколько внефракционных избранников сначала стоя, потом сидя, отвоевывали трибуну у президентского большинства. Мы будем стоять, как и стояли, с одним конкретным требованием. Примите 3 закона, которые позволят реально снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. Я думаю, что иных вопросов у людей сегодня нет. Депутаты пропрезидентской силы уверяют, идти на тарифный компромисс готовы, вот только конструктив, говорят, оппонентам не нужен. Им нужно движение, им нужны громкие заявления. Премьер предложил, давайте проверим экономическое обоснование всех тарифов. Нет, не подходит. Давайте блокировать. Это политический популизм и политическая игра. Больше ничего. Пиар-компанией называют вспыхнувшие тарифные протесты в парламенте и на улицах общественный активист Алексей Толкачев. На фоне загального зубожіння населення На фоне общего обнищания населения на этих настроениях пытаются сыграть. Тему тарифов снова подняли Тимошенко и Лешко для того, чтобы вбить гвоздь в гроб Порошенко, возможного его 2-го срока. Эти политические силы не заинтересованы в дееспособности парламента. Они хотят досрочных выборов. Ждать нового тарифного Майдана этой осенью не стоит, уверяют политологи. Люди еще не оклемались от предыдущего. Да и пока украинцы заняты поиском средств на питание, отстаивать права и свободы им просто некогда. Уляна Кондрашова, Александр Бевс. Настоящее время. Киев.